Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Мы продолжаем рубрику, посвященную победному сентябрьскому наступлению в ходе Отечественной войны народа Абхазии. 28 сентября, после освобождения столицы нашей родины Сухума, подразделения абхазской армии, не останавливаясь, пошли дальше на восток, чтобы полностью освободить Отечество от грузинских оккупантов. Преодолевая упорное сопротивление врага, абхазские бойцы продвигались вперед навстречу бойцам Восточного фронта, которые держали оборону на центральной трассе с 16 сентября. В этот день стало известно, что Эдуард Шеварнадзе бежал из Абхазии. Но около 12 часов дня освобожден Сухумский аэропорт. 28 сентября на Кадорском мосту произошло объединение Западного и Восточного фронтов абхазской армии. Прорвана блокада города Тхуарчал. В селе Атара Учимчирского района торжественно открыли после реставрации памятники выходцам села, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, а также солдатам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В церемонии принял участие президент Аслан Джаня, руководство районной администрации, представители Министерства обороны, ветераны и общественность. В Киласуре состоялось открытие памятника ветерану Отечественной войны народа Абхазии, кавалеру ордена Леона Джону Дзидзаре. В церемонии открытия приняли участие члены его семьи, друзья и однополчане. Репортаж Гугуцы Вардания. Пленного Джона Дзидзаря в марте 1993 года привезли в село Киласур на похороны грузинского гвардейца, чтобы публично казнить. Его подвели к гробу, приказали, чтобы встал на колени и покаялся. Воин опустился и поцеловал землю, ответив, что абхаз становится на колени только в этом случае. Именно такими были последние слова героя, принявшего мученическую смерть от рук грузинских оккупантов. Эти слова навечно в памяти вдовы абхазского солдата Мананы Картози. Зверски был убит он, и последние его слова, что он произнес: «Да здравствует свободная Абхазия» и «Да здравствует Владислав Григорьевич Ардзинба». И я никогда не упаду на колени. Это все знают эту историю, но это для меня гордость, что он так проявил себя, что, защищая свою родину, он не пал духом, что он до конца шел до цели. И он боролся за свободу Апсны, чтобы его дети, чтобы все жили в свободной Абхазии. Чтобы почтить память Джона Дзидзаря, к месту, где был установлен памятник, пришли его самые близкие люди. У Джона остались сын и дочь. Сыну Константину не было и 3 лет, когда погиб отец. Я как сын горжусь своим отцом и в его лице всеми теми, кто отдал свои жизни за нас во время войны. Вечная им память. Спасибо большое всем. С первых дней войны Джон Дзидзаря встал на защиту Родины и вместе со своими друзьями воевал в бесстрашном батальоне Бабаду. Добрым, мудрым и отзывчивым. Таким герой остался в памяти всех, кто его знал. Сегодня мы встретились вот здесь, вот на этом прекрасном месте. Апсна. Память в честь нашего брата Джона Дзидзаря Георгиевича. Этот человек был по своей натуре очень уникальный человек, очень добрый, очень вежливый. Он всегда заботился о нас, о всех. Даже вот когда война началась, он всегда, где бы мы ни встретили, хотя мы на разных позициях, на разных ситуациях были, он всегда говорил: Астамур, будьте аккуратны, будьте, смотрите, они коварные, они могут и сзади, и спереди, и сбоку какие-то удары нанести. Это человек, который переживал за всех, думал за всех. Он был такой. И не он один. И вся его группа, те люди, которые перенесли, практически там нет сегодня уже живых, 2-3 ребят остались, и те инвалиды. Вечно им всем память, тем ребятам, которые ушли от нас. Это огромное, большое спасибо главе администрации села Киласур Аргун Геннадию Ивановичу и всем жителям, которые это практически по их инициативе, ихним трудом. Вот здесь сегодня мы открыли маленький памятник в честь нашего брата Джона Дзидзаря.
Память о героях живет вечно, а рассказы об их самоотверженных подвигах передаются из поколения в поколение. Сражаться до последней капли крови за свободу родной Апсны. Таким был девиз абхазских воинов. История Джона Дзидзари – это история о силе духа, бесстрашии и бесконечной любви к родине. Гугут Савардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В эти сентябрьские дни в Абхазии находится делегация из Кабардино-Балкарии, в составе которой ветераны Отечественной войны и родственники погибших добровольцев. В преддверии знаменательной даты Дня Победы и Независимости они побывали в городе Герой Тхуарчалы и селе Маркула, где установлены памятники добровольцам, сложившим головы за свободу Апсны. Репортаж Шазины Канагуа. Родители, сестры и братья, жены, дети добровольцев, участников Отечественной войны народа Абхазии приехали в республику, чтобы разделить с нами празднование Дня Победы. Делегация посетила село Маркула Чимчирского района, где установлен памятник добровольцам, погибшим за освобождение села. Аскерт Загоев – один из легендарных воинов, сложивших свою голову за свободу Апсны. По словам его сестры Светланы, весть о том, что в Абхазии началась война, он услышал из программы новостей. Он был активным участником Адыга Хаса, и поэтому он в курсе был, политических событий, он был в курсе. И он сказал, если по телевидению передавали, если спасти 5 детей, то можно считать, что жизнь прожита не зря. Мы думали, что он это сказал, просто посмотрев передачу. Но на второй день он уже выехал. Он погиб в Абхазии, значит, Стхин. Вылетал вертолет, это перед наступлением, последнюю группу он вывозил. И во время перемирия, временного перемирия, когда никто не мог не стрелять ничего, к сожалению, вертолет был сбит, Стхин вылетала, там по некоторым данным 13 человек, по некоторым 15 человек, там были 2 кабардинца. Амальчиев Роберт и Аскерт Загоев. У каждого из добровольцев своя история. Братья Тимур и Заур Шардановы одни из первых пришли на помощь братскому народу. Заур погиб, сражаясь против грузинского агрессора. С тех пор прошло уже 27 лет, а боль утраты не утихает. Мы помним, как жители села Маркула делились последним куском хлеба. Отсюда мы увозили своих братьев, которые здесь. При мне, при ребятах, мой старший брат здесь погиб. Нас просили, чтобы мы здесь похоронили его, но как-то получилось, что нам выделили самолет. Мы самолетом его вывезли. Сегодня я в Маркулу привез его сына. Вот. 26 февраля он здесь погиб. Я смог похоронить своего отца 4 марта только. Мне было 9 лет тогда. В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов участвовали более 2000 добровольцев. В ходе войны погибли более 260 из них. Доброволец из Кабардино-Балкарии Руслан Шаув прибыл в Абхазию, не сказав об этом своей семье. Принимал участие в боевых действиях на Восточном фронте. Погиб в сбитом грузинскими гвардейцами вертолете над селом Лата. Когда вертолет вылетал вместе с 83 людьми, там находились 2 наших ребят, Феликс Бекалдиев и Руслан Шаув. Вот они погибли на этой земле, защищая Абхазию и абхазов. И вот Руслан Шаув является моим братом. В принципе, у нас и прабабушка является, по национальности является абазой, она абазинка. И в нашей семье всегда говорили о том, что мы как бы представляем один народ. К сожалению, вот когда его вернули в цинковом гробу домой, бабушка больше 40 дней не прожила. Массовая поддержка абхазов народами Кавказа свидетельствует о братских взаимоотношениях и исторической памяти. Наш народ всегда будет помнить мужество и героизм добровольцев, которые в самое трудное время пришли на помощь. Огромное спасибо всем добровольцам, которые пришли и сложили свои головы. Вот здесь вечная память им, а остальным родителям, детям, отцам, матерям всем огромное спасибо от этого села и от всего абхазского народа.
Затем участники делегации почтили память погибших за освобождение Тхуарчала, воинов-добровольцев. Первым делом это бопси. Во-вторых, поздравляю вас всех с праздником, с Днем Победы. Победа это наша общая, нашей молодежи, как нас воспитали, чтобы воспитание было хорошее, честь, достоинство, хакура хабзара. Руководство братской Кабардино-Балкарской республики уделяет особое внимание сохранению памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии добровольцев и укреплению связи между народами. Шазина Ханагуа, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Во знаменование 27-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии в Министерстве юстиции наградили сотрудников подведомственных организаций, работавших в годы войны. За многолетнюю плодотворную работу и высокий профессионализм почетные дипломы и памятные монеты были вручены 3 работникам ЗАГСа в Абхазии – Елене Канжаре, Миле Аргун и Эмме Аргун. Вы работали в самый тяжелый и сложный период становления нашего нового восстановленного государства. И сегодня новое поколение пользуется именно теми документами, которые в том числе вы для нас оставили. Для нас это, как для юристов в том числе, это не просто слова. Это наша история, это то, чем мы гордимся и будут гордиться наши дети. Почему я захотел встретиться в том числе лично с вами? Потому что вы являетесь носителями уникальной информации, уникального мироощущения, государствоощущения, этносоощущения и правоощущения. Вы несли основу, фундамент правовой системы сегодняшнего абхазского государства. Мы вам выражаем благодарность. Мы хотим и всегда мы в курсе всех событий нашей государственности, нашей жизни государства. В вашем лице я хочу, чтобы подведомственно, это мое родное министерство, я хочу, чтобы оно настолько было четким, грамотным. Но самое главное, профессионализм вырабатывается от практики и от тех, кому они прислушиваются. Это самое важное. Успехов вам! За прошедшие сутки тестирования на коронавирусную инфекцию проведено у 96 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 20 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 114 человек, из них 106 подтвержденных на COVID-19 пациентов. В тяжелом состоянии 14 человек, средней степени тяжести 27, выписано 9 пациентов. 28 сентября в Гудаутском госпитале скончался 58-летний COVID-положительный пациент, поступивший в реанимационное отделение ЦРБ 9 сентября с тяжелой дыхательной недостаточностью на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии со значительным поражением легких. У мужчины были тяжелые сопутствующие заболевания печени и другие соматические заболевания. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Врачи из Башкирии прибыли в Гудаутский госпиталь для оказания помощи по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина. Как отмечается в сообщении, сводная бригада башкирских специалистов из числа сотрудников республиканских учреждений выехала в Республику Абхазия. Их командировка продлится более 20 дней. Глава администрации Сухум Абисланеш провел совещание с участием столичного управления образования Астанды Таркилы и главного санитарного врача города Аллы Беляевой, посвященной ситуации в школах и дошкольных учреждениях в связи с распространением коронавирусной инфекции. Смотрите репортаж Мадины Бганба.
Начальник управления образования города Сухум Астанда Таркил проинформировала мэра о том, что на сегодняшний день в целом в сухумских школах эпидемситуация благополучная. В каждой ведутся профилактические мероприятия по борьбе с коронавирусом. Несмотря на это, в 2 школах, в 3-й и 4-й, есть заболевшие ковидом среди детей и учителей. Исходя из этого, на полном карантине находится средняя школа номер 4, на частичном карантине 3-я школа. Там на временном карантине только младшие классы. Всего в сухумских школах коронавирусом заболели 20 педагогов и 26 детей, 56 детей и 28 педагогов на самоизоляции. На сегодняшний день все многочисленные школы работают в двухсменном режиме, создавая условия для уменьшения встреч, контактов среди учащихся. По средней школе номер 4 на сегодняшний день у нас 6 педагогов, которые заболели. Сколько классов освобождены от занятий? И получается, начальное звено у нас 18 классов находились на самоизоляции. А по 3-й школе? А по 3-й школе, значит, из 36 финансовых классов у нас на самоизоляции начальное звено получается 6 классов на самоизоляции. Получается, у нас в 2 школах, в 4-й и в 3-й школе, значит, ситуация, которая вызывает опасения. В связи с этим предлагаю ввести карантин до 5 октября. И посмотреть, как у нас будет складываться ситуация в этих 2 школах. В остальных школах мы можем констатировать, что ситуация стабильная, нет роста заболевших. И дальше продолжаем мониторить. Астанда Таркил также проинформировала, что из 13 детских садов в городе 2, «Сказка» и «Соловей», закрыты на карантин. Неблагополучная ситуация складывается по дошкольному учреждению Гунда. Мэр поручил также закрыть ее на карантин. Продолжать мероприятия по поддержанию порядка в детских садах и в школах. Дезинфекция обязательно. Замеряем температуру на входе, тот же самый фильтр. И постоянно мониторим ситуацию. Что касается этих 3 детских садов, учитывая, что 2 у нас закрыты уже на карантин, предлагаю не дожидаться какого-то развития событий по детскому саду Гунда, также отправить на карантин до 5 числа. Заместитель главы администрации Сухума Леон Кварчи и главный санитарный врач Сухума Алла Беляева считают обоснованным введение карантинных мер в названных школах и детских садах. В качестве временной меры я считаю, что вполне оправданно закрыть эти 2 школы на карантин и проследить, каким образом ситуация будет развиваться далее. А дальше уже действовать по обстоятельствам. Во всех остальных школах ситуация пока под контролем, поэтому вполне допустимо, чтобы учащиеся посещали школу. Проводим практически ежедневную сверку данных, которые есть у них и которые есть у нас. Классы, в которых дети болеют, они обязательно должны уйти на изоляцию. Мэр Сухума Беслан Ишба поручил постоянно мониторить ситуацию в школах и дошкольных учреждениях. Все меры предосторожности, они должны соблюдаться, вами контролироваться, Астанда Зорона, и вами контролироваться. Постоянные рекомендации, постоянные контакты с руководством школы и заучами, чтобы это постоянно мониторилось. На совещании было отмечено, что главное – это здоровье и образование детей, и с учетом сложившейся ситуации нужно этому уделять особое внимание. Мадина Абганба, Давид Авицба, пресс-служба администрации Сухума. Печальная весть пришла из Кабардино-Балкарии. На 82-м году ушел из жизни большой друг Абхазии, кавалер ордена Ахтапша 3-й степени Мухаммедин Тумов. В тяжелый период Отечественной войны народа Абхазии, будучи народным депутатом РСФСР, Мухаммедин Тумов выступал в защиту абхазского народа, осуждал действия грузинских оккупационных войск, требовал их вывода с территории республики. Он был лично знаком с Владиславом Арзенбо, Юрием Калмыковым и другими известными политическими лидерами Кавказа. И в тесном контакте с ними вел последовательную работу за освобождение Абхазии. Абхазия глубоко скорбит в связи с уходом из жизни видного государственного и общественного деятеля Мухаммедина Тумова. Отмечается в соболезновании спикера парламента Валерия Кварча, направленным его родным и близким. Мухаммедин Тумов был незаурядной личностью и останется в истории наших народов как истинный борец за справедливость, внесший большой вклад в укрепление братских взаимосвязей между абхазами и адыгами, всеми народами Северного Кавказа, подчеркивается в соболезновании Валерия Кварча.
В Сухуме прошла рабочая встреча по вопросам взаимодействия национально-культурного объединения Краснодарского края и Республики Абхазия, в которой принял участие министр культуры Гудиса Агарба, представители общественных организаций Абхазии и России. Репортаж Алики Трапш. В рамках реализации проекта «Краснодар-Сухум. Территория добрососедства» с использованием гранта президента Российской Федерации Краснодарская краевая общественная организация «Центр национальных культур» провела серию выездных мероприятий на территории Абхазии и Краснодарского края. Заключительный этап проекта прошел в Сухуме. Данный проект нацелен на расширение международного сотрудничества и Институтов гражданского общества России и Абхазии через установление контактов и условий для взаимодействия лидеров и активистов некоммерческих организаций Сухума и Краснодарского края. Программа – это подведение итогов по итогам этих двух встреч и дальнейшее наше взаимодействие будем сегодня обсуждать. И, естественно, после нашего семинара будет сегодня большой концерт с участием творческих коллективов Краснодарского края и города Сухума. В рамках реализации проекта «Краснодар-Сухум. Территория добрососедства» общественники из Абхазии имели возможность посетить Краснодар, где они познакомились с культурой, историей, волонтерскими движениями Кубани. Очень прекрасное впечатление. Молодежь старается сдружиться с нами. Вот сейчас недавно они приезжали в Краснодар, делегации в числе 40 человек. И очень даже было, мы до такой степени были заинтересованы послушать этих молодых, они со своими идеями пришли. Очень много с нашей стороны было напутствия. Мы их встретили, мы им показали наш город, наши все краевые общины, везде они во всех общинах побывали. Мы наоборот гордимся, что наша молодежь, наши студенты, которые учатся в вузах Краснодарского края, что они нас не подводят. Города Сухум и Краснодар стали побратимами еще в 2012 году. Представители администрации Сухума регулярно принимают участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию города Краснодар. Также краснодарские коллеги по мере возможности приезжают в Сухум. Приветствуя гостей, министр культуры Гудис Агарба отметил, что у Абхазии с Краснодарским краем всегда были теплые дружеские взаимоотношения, которые нужно укреплять. Наши подведомственные учреждения культуры на протяжении многих лет сотрудничают с различными центрами по всем регионам Российской Федерации. Но та теплота, те дружеские отношения, которые сложились у нас с Краснодарским краем, они для нас особо дороги. Но мы искренне надеемся, что будущий 2021 год, он будет насыщенным, содержательным. И по проектам международного сотрудничества и сотрудничества в области непосредственно культуры. И мы искренне надеемся, что нам удастся сегодня проговорить более предметно, более конкретно какие-то определенные интересные проекты, которые мы можем совместно реализовать. От имени Общественной палаты Абхазии гостей приветствовал Рисмаг Аджинджел. Желаю вам успеха в наведении дружеских связей между администрациями городов Краснодар и Сухум, Краснодарской общественной палаты и Общественной палаты Республики Абхазия, а также между общественными организациями Краснодарского края и Республики Абхазия. Мы рады приветствовать у нас людей, занимающихся позитивными проектами. В составе прибывшей делегации около 100 человек. Это представители славянского, греческого, еврейского, осетинского, адыгского, корейского и других обществ, проживающих на территории Краснодарского края. Приезжаем вот уже второй раз. Конечно, основной целью нашей поездки является обмен опытом, прежде всего, потому что в Краснодарском крае уже более 20 лет действует такая общественная организация, как Центр национальных культур. Она первая в России и, наверное, самая большая, если брать российские общественные объединения. Включает более 30 объединений. Мы действуем уже в течение более 20 лет, и поэтому у нас есть опыт. Мы приехали для того, чтобы поделиться с ним. И заодно, конечно же, наладить дружеские связи, дружеские мосты. Я сам в Сухуме в первый раз, и когда увидел, что заканчивается Сочи, начинается Абхазия, мне было очень приятно. И, конечно, то, что мы не делали этого раньше, это было большое упущение. То есть в дальнейшем я так планирую, что и Василий Чаманович об этом неоднократно говорил, что такие поездки, они будут на регулярной основе. Подводя итоги встречи, участники отметили значимость подобных мероприятий в укреплении дружественных связей, расширении сотрудничества и институтов гражданского общества.
Алика Трапш, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. В Сухумском доме учителя прошел смотр-концерт детских эстрадных коллективов вокально-инструментальной группы из села Шашикуара Алашера и ВИА Сухумского лицея-интерната Аттана. Смотр прошел в присутствии представителей Министерства культуры Автандила Канжария без зрителей из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Организатор и идейный вдохновитель коллективов музыкант Тимур Самсам. Мы можем похвастаться, что вот студия Мзахара имеет какие-то достижения вот в этом направлении. В сельских домах культурах мы впервые сегодня организуем смотр такой, да, вот, значит, который, значит, будет слушать Министерство культуры, будет нам выдаваться удостоверение о том, что мы можем проводить концерты, да, вот как группа уже состоялись. Но я считаю, что студия Мзахара дальше продолжит свою деятельность, да, вот по направлению в сельских домах, культурах, чтобы эстрадный жанр процветал, так говорится, будем искать таланты дальше, да, вот в этом направлении. Это безумно интересно, вот находить такие таланты, работать с детьми, ты как батарейка заряжаешься, да. Сегодня в нашей вечерней программе состоится прямой эфир, темой которого станет закон об амнистии, принятый на последнем заседании сессии парламента. Гости студии Абхазского телевидения, депутаты Народного собрания, заместители генерального прокурора и министра внутренних дел, уполномоченные по правам человека, выскажут свое мнение по данному законопроекту. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью 15-20, днем 25-30 градусов. Температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.